Здравствуйте, в эфире Зарема Мусаева. Вас приветствует канал Берге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. Сегодня в выпуске Садыр Джапаров встретился с представителем ВОЗ. Премьер находится с рабочей поездкой в Узбекистане. И Кыргызстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, прибывшего в страну с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба главы государства, состоялся обмен мнениями о деятельности ВОЗ и продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества в области здравоохранения, нацеленного на улучшение здоровья населения страны. Президент выразил благодарность ВОЗ за оказанную помощь в вопросах борьбы с пандемией и отметил его существенную роль в разработке межсекторального межведомственного плана готовности реагирования на коронавирусную инфекцию в Кыргызстане. Садыр Джапаров позитивно оценил сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ и отметил, что кыргызская сторона разделяет стратегические цели организации в области охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия. Глава государства выразил надежду на дальнейшее содействие ВОЗ в вопросах совершенствования механизмов планирования, финансирования услуг здравоохранения на основе потребностей населения с учетом международного опыта. Также он отметил готовность к сотрудничеству по внедрению цифрового здравоохранения, совершенствованию политики в отношении психического здоровья, психосоциальной поддержки граждан, вопросам ликвидации болезней, предупреждаемых путем вакцинирования населения, пропаганды здорового образа жизни. Премьер-министр Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой отправился в Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе правительства, он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетил ряд промышленных и инновационных предприятий в Ташкенте. Марипов также примет участие в 10-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 11-12 марта. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров посетил Узбекистан с государственным визитом. По итогам его поездки было подписано 22 документа, которые направлены на наращивание кыргызско-узбекского совместного взаимодействия. Также договорились главы республик в течение ближайших 3 месяцев решить все вопросы по границам. Накануне в Ташкенте начались переговоры правительственных делегаций по делимитации демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности. Отмечается, что достигнута договоренность о взаимных доставках электрической энергии в объеме до 750 миллионов киловатт-часов по условной цене. Поставка электроэнергии из Узбекистана будет происходить с марта по октябрь 2021 года и в марте-апреле 2022 года последующим возвратом данного количества электроэнергии в Узбекистан с июня по август 2021-2023 годов. Договоренность о взаимных поставках достигнута для накопления воды в Токтагульском водохранилище и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана. Вегетационный период 2021-2023 годов подчеркнули в Минэнерго. В апреле в Кыргызскую республику поступит 500 тонн сахарного песка и 3000 тонн растительного масла. Продовольственные товары прибудут из Казахстана и России в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке на основные продукты питания. По поручению премьер-министра Кыргызской республики Улукбека Марипова Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики начал производить закупку сахарного песка и растительного масла, говорится в сообщении. Так, заключены контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного песка. Поставка данных продуктов в Кыргызскую республику планируется произвести в апреле текущего года. Уникальные кадры краснокнижного животного удалось зафиксировать в Аксу-Джабаглинском государственном природном заповеднике Казахстана. Как сообщает официальный инстаграм Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, снежный барс попал в фотоловушку на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Как отметили ведомство, ученым до сих пор неизвестна точная численность ильбирсов. В мире осталось от 4 до 7 тысяч этих видов кошачьих. В настоящее время в Кыргызстане обитают примерно 300-500 снежных барсов, причем численность их растет. На территории Казахстана насчитывается 120-130 особей. Несмотря на инициативы по спасению снежного барса, эксперты прогнозируют, что к 2040 году их мировая популяция сократится на 10%. На этом у меня все. Смотрите Берге ТВ. Далее прогноз погоды.